Доброе утро, мои дорогие друзья. Я сегодня снова на раннем утреннем рынке, но рынок уже не ранний. 380, да, уже рынок разбегается, слишком поздно приехал. Смородина, ахвадихвы? 300 рублей, да? А малина? Малина тоже 300 рублей. Красивая малина. Ой, уже рынок разбежался. Надо было мне пораньше приехать. Выбора нет. Мам, можно? Багать быстрый сбоку чемешать. Абрикос, приехали. 90 по 80. Слива. Слива 80. На 150. А сколько такая слива? 80. А персик какую цену? Персик 80. Яшки еще? А. Абрикос, ахвадих. 80. О, ахвадих абрикосов. Абрикос 80 рублей. 500, да? А такой сколько абрикос? 50. А этот? Это 60. 60, да? А такая слива сколько? 150. Откуда она? Местная? Грузинский, будете. Абрикос, ахвадих, 60. Черешня в какую цену? 250, 230, 240 раз. Виноград почем? Какую цену ваш абрикос? Абрикос 50-60. А персик? Персик 70-80. Этот в какую цену? Съемка здесь запрещена. Это в какую цену? 50. Розница. Почему запрещена? Это почем ты сказал? Розницу 60. 60, да? Оптом ничего. Так, купила абрикос. Магазин пошел относить. Фадьяхшин абрикосях. 65, 70. Это чьи? Откуда? Кабарда? Дагестан. А? Дагестан. Дагестан? А эти в какую? Это 60. 60. Это шпанка? Да. И сколько? 180. А груши почем? Груши почем? 150. Персик такой 100, да? 100 персик? Ой, персик, говорю, абрикос. А слива? Слива есть по 150. Ага. Что взял? Дядя Халчин. Ох, файфадех смородина. Смородина 280 до 270 гектасус. Малина. Малина ведерко 550. Малин чохозеру. Домашняя малина. Малин чохозеру. Какая она крутая. Она сухая от конца до конца. Малина 550. Так, девочка. А, ты бахай класс.
Девочки, Ингушетии малина очень красивая, так что приходите покупайте. Видишь, малина? Где корзинка? 200 рублей. 250 не луга со смородиной. Смородине, а вам дам солоду красную. 4 килограмма сделаем. 550. На корзинке есть. Слава Богу, 4 килограмма тебе, да? Ага, 4. Сень здесь Малина. Малина 200 рублей. За 150 рублей. Да? А ты два плодов чаку. На корзинке есть. На 1100 меги. Гитара амиакря. Хайда, 400 грамм гектар. А, 200 грамм. Меги, да? Отдохов еще. Так, случайно подписчица моя. Сахар, очень приятно. Встретила свою подписчицу. Правда, она на ингушском. 1050, хорошо. Бахать, заплати. Ничего, что я тебя снимаю? Где будешь? В Ютубе. Да. Вот, девочки Ингушетии, посмотрите на эту женщину, приходите, покупайте у нее малину, смородину, шпанку. Всегда свежая, уступает женщина. Все. Так, черная смородина, да? 330 рублей за килограмм черная. Так, сегодня не буду черную брать. Сегодня все не успею. У меня как бы один выходной, пока Танзила завтра только приедет. Только один выходной. Все не успею. Я купила абрикос немного. Так, ну это все привозное и импортное вроде бы. Так, кукуруза почем? 30 рублей. Что-то кукуруза дороговато в этом году. Слива почем наша? Какая шикарная слива. Баклажан, фигихлый. 70. А болгарский перчик. Кабачок. Мило? 50. Морковь. 50. Так на оператор очень всегда. Подписывайтесь на канал, у меня YouTube канал. А? Так, Танзила. А почему ваши баклажаны? А этот абрикос какую цену? 150. А? 150. 150? Какую цену картофель ваш? 20 рублей. 20? Идеальный картофель, развалистый. Это сорт? Удачи. Удача, да, удача бывает развалистая. Вот она есть. Очень вкусная картошка, но у меня в огороде есть. Но для своих покупателей говорю, вот, приходите на рынок, покупайте сорт удачи. Вот такая вот удлиненная картошка, очень вкусная, разваристая. Свекла, фадихлей. А лук? Все по 40. Какой 45 есть? Ой, какие огурчики хорошие. Сколько, 60, да? А ваша почем картошка?
По 20 рублей. А это что за сорт? Это тоже удача? А? Лучше удачи. Это очень азварийские, хорошие. Привет. Как дела? У тебя что? Где твои огурцы? Я продал. Все, продал? Гарантия есть. На картошку? Семена надо будете взять у вас? Сейчас рано. Не рано, сейчас поздно. Семена покупать? На будущий год? В ТикТоке это какой канал получается? Не погоди. Не, почему вас нельзя показать? Как-то так, Улеевы, заходите, подписывайтесь. Картошка почем? Вот я вам рекламу сделаю, картошки. Рекламу сделаю, это рынок. А большой сделать можно? А? Большой рынок. Большой рынок. Большой рынок. Мешки таскать. Это я уже не знаю. Это к администрации, не ко мне. Чтобы рынок большой сделали. Так, ну все. Рынок уже закрывается. Ну, а чем мы проморгали помидоры по 60 рублей, купили по 80? Это хороший помидор, хороший. А почему мы не увидели раньше? Надо было смотреть, когда проходили. Надо было, да. Купили уже по 80. Так, ну все. Рынок уже, как видите, расходится. Это утренний рынок. Все. Персики почем у тебя? 100. Так. Ну, персики мы взяли немножечко, только по 80 рублей. Мед. Сегодня я не смогу мед купить, но мед надо купить. О, киви есть, Андерсу, Гебрашкас. Киви, я Сергей. А, вот, да. Друзья, приехала с рынка, и у меня Танзила оставляла вот такую вот баранью ногу, чтобы я запекла. За ней уже приехали. Снимать, что-то делать я не успевала, поэтому просто готовый результат. Сниму вам и покажу. Сейчас заказы пришли. Друзья, 2-3 дня тому назад чеснок выкопала. Вернее, Ибрагим выкопал прям с землей. Ну ничего, сейчас подсохнет немножко еще. Потом буду срезать это все и грязь убирать. Чесночок неплохой, как видите, крупный, хороший. Сорт хороший, значит, попался в прошлом году, но осенью покупала новый сорт. Вроде бы нормальный. Так что буду его тоже в этом году еще сажать. И надо будет подкупить. Моська мой вот улегся. Котенка не нашли, друзья. Обидно, конечно, очень. Я прям так привязалась к этому котенку. Так, у меня тут Ибрагим помыл хорошенечко. Свежо здесь теперь. Это я только что нарвала картошку. И картошку, как видите, ест медведка. Вот так вот, смотрите, представляете? Очень редкая картошка, которую бы она не поела. Смотрите, вот это вот вообще, видите? Вот только что я с огорода хочу на обед отварить немножко. Видите, смотрите как. Вот это вот делает моя медведка. Моя медведка. Медведка в моем огороде. Так, тут я просто накрыла. Тут у меня укропчик тоже нарвали, огурчиков, как видите. Вот. Тут огурчики у меня. Это я сейчас буду разбирать. И в тенечке. Ну, здесь под навесом повисит. Это на засолку. Помидоры, огурцы засаливать. Вот так просто прикрыла, чтобы ни мухи, ни куры. Цыплята тут все-таки ходят. Не поклевали. Вот некоторые вылетают, некоторые вылезают. Эти 13 штук, вот эти вот, как вы видите. Все гуляют у меня, тут никак не справлюсь. Все, теперь пойду разбираться уже с тем, что я купила. Надо мыть банки. Ну и распаковку вам сделаю. Покажу, что я купила. Так, ну вот, друзья, покажу вам быстренько покупочки. Как вы видели, баранью ногу я отправила. И, ну, начнем вот отсюда, да. Купила острый перец за 150 рублей 1 килограмм.
Ну, огурчики посолить, потому что в огороде уже есть, но еще не такие, чтобы можно было в засолку. Болгарский перчик купила. Так, стоил, по-моему, тоже 150 рублей за килограмм. Или 130, точно не помню. Баклажаны купила. Вот такие вот красавцы. По 60 рублей за килограмм. Так, купила смородину красную. За 250 рублей. 4 килограмма, как вы видели. Так, купила абрикос вот такой вот. Парень отдал мне его по 50 рублей. Вот. Купила на обратном пути, купила растительное масло. 530 рублей, 5 литров. Так, персик купила по 80 рублей. Но это все вот понемножечку. Персик, грушу, яблоко, сливу и вот эту вот вишню, шпанка, которая, как у нас называется, я купила для компота ассорти. Немножечко сделала ассорти. Ну, вот такой вот абрикос. Скорее всего, даже это курага. Но он мне сказал, что там сладкая косточка. Так, значит, эта курага тоже стоила 40 рублей. Эта груша стоила 150 рублей. Яблоки стоили 60 рублей. Слива стоила 50 рублей. Морковь стоила 40 рублей. Купила 5 килограмм, по-моему. Так, купила помидоры за 80. Но вы видели, я снимала, были и за 65, и за 70. Ну, что теперь поделать. Купила 2 киви, просил меня Ибрагим. Собирается сегодня сделать шашлык. Не здесь, но хотят с ребятами пойти на шашлыки. Мясо у нас есть, баранина. Он меня давно просил, я ему оставила в холодильнике размораживать, вернее, морозилке. Вытащила размораживать. Так, купила томатную пасту. Как видите, 185 рублей, 700-граммовая баночка. Хочу сделать... как ее? Вот, представляете, забыла. Из кабачков икру. Все, вспомнила. Кабачковую икру. Так, гречку купила, макароны купила. Вот такая зира. Чин-чин для моркови, перец черный, горошком для засолки, рис и вот такой вот 25 литров сахар. 25 килограмм сахарный песок для... Как его? Ну, на компот и на варенье, короче говоря. Мешок этот у нас стоил 1750 рублей. Ну все, вот такие вот у меня покупочки. Сейчас я немножко уберусь, приберусь у себя, попью чайку и займемся заготовками, друзья. Ну, скорее всего, заготовки я в этом ролике не буду выкладывать, а уже после. Мои дорогие, у меня снова сюрприз, снова подарок. Вот такой вот необычный подарок, наверное, скорее всего. Наверное, такие вещи и не дарили блогерам. Друзья, этот сюрприз у меня не сегодня. Уже неделю, наверное, как мне доставили мой сюрприз. Был действительно сюрпризом. Это подарок от моих подписчиц, от моих подруг, от моих сестер. Девочки, которые со мной уже практически некоторые с открытия канала, с которыми мы уже одной семьей каждый день общаемся. И они, и вы, в принципе, все знаете, что у нас очень часто отключают свет, электричества не бывает. И даже вот на этой неделе, по-моему, 4-й день подряд с 10 до 5 до 6 вечера выключают. Но, к сожалению, мы никак не могли установить его, потому что никак не могли дозваться электрика. И поэтому съемку я тоже не делала. Думаю, вот когда приедет электрик, перед этим сделаю. И только сегодня как раз ко мне приехал электрик. Дождались его наконец-то. Посмотрел, написал. Куда ты список сделал? У тебя? У меня. Короче, он сначала нам сказал, что нужно купить вот такой вот рубильник. Но мы его купили. И еще написал кое-что там. Проводка какая-то нужна. И... Бензин. Анкеры, по-моему. Анкеры. Да, анкеры. Но бензин в порядке вещей, что нужно. Даже масло, которое нужно залить сюда, в этот генератор, купил сын моей подруги. И доставал, и занимался всем этим, приобретением этого генератора. И именно смотрел, чтобы было, ну, как мне девочки рассказывали уже,
чтобы мне удобно было без мужчин самой включить, самой выключить, когда отключится электричество, чтобы не было заморочек. А он сам тоже электрик. Он помог моим девочкам сделать вот такой вот мне сюрприз. Огромное спасибо Артуру. Я безмерно ему благодарна. Я и в личке уже давно сказала. И девочек всех поблагодарила. Конечно, это шикарный подарок. Честно сказать, действительно, сколько мы тут, 16 лет живем. Скажу честно, каждый год собираюсь купить генератор. Как только отключает на большое такое время свет, всегда думаю, ну, надо было купить генератор. Ну, как всегда, откладываешь, что-то другое берешь, не получалось. И никогда в жизни ни сном, ни духом не думала, что мне его подарят. И вот мне его подарили. Огромное спасибо всем вам, девочки. Не буду вас называть по имени, потому что вы сами знаете, мы общаемся. Вот такой вот, друзья, у меня сюрприз, огромный сюрприз, очередной сюрприз. Не знаю за что, но такая вот любовь ко мне, это очень многого стоит. Я вас всех тоже очень люблю, девочки, я вам благодарна всем. И счастлива, что Всевышний познакомил меня вот с такими вот прекрасными людьми. Огромное вам спасибо. Не показать подарок, конечно, я не могла. И поделиться своими, можно сказать, своей радостью. Радость, конечно, безмерная. Теперь действительно я могу закладывать в инкубатор яйцо, оно, не буду бояться, что оно у меня пропадет. Ну и остальное тоже, постоянное выключение света у меня размораживались, холодильники, морозильники, и запахи перебивались друг с другом. Короче, сами знаете, у кого часто выключают свет, что очень много неудобств, связанных с этим. То телефонов не бывает на зарядке, то, ну все, это самое главное. Они договаривались с моей дочкой младшей Мадиной, через нее, оказывается, все это происходило, потом уже подключили Ибрагима, потому что радиатор нужно было, генератор нужно было привозить, доставили его в Владикавказ, оттуда привезти. Короче, какую-то систему они там между собой. Я начала ругать, почему Ибрагим куда-то исчез в тот день. Оказывается, он ездил в Владикавказ его привезти. И вот получилось, как получилось. И они заносят мне генератор в кухню, как раз я делала не пирожки, а булочки для бургеров. И девочкам было сказано, чтобы они занесли генератор и сказали, да будет свет. И это было сказано. Но это все и снималось, и действительно целый день на эмоциях. Я даже настолько была удивлена и рада этому всему, что даже плакала. Я даже не знаю, вот, действительно безмерно, девочки, вам благодарна. Огромное вам спасибо. Как я сказала, устанавливать его не будут сегодня, скорее всего, потому что нам надо поехать купить еще кое-что туда. И потом установят вот тут вот под навесом. И у меня действительно будет свет, когда его отключат. Еще раз большое вам спасибо, девочки. Когда его подключат и он будет работать, мы тоже, наверное, поснимаем и покажем вам. И большая просьба не омрачать мой подарок девочек, комментариями, которые обычно бывают после каких-то подарков. Я вас очень об этом прошу. Я не знала, ни сном, ни духом об этом не знала, не думала, тем более, что подарит генератор, как я сказала, это очень оригинальный подарок. И чтобы и девочкам было, и мне было неприятно, мне бы хотелось вас об этом попросить. Не пишите, пожалуйста, таких комментариев. Ну вот так вот, я вам всем благодарна. Ассаламу алейкум, доброго времени суток, дорогие друзья, всем зрителям. Меня мама попросила заснять установленный бензиновый генератор наш, который нам подарили. У нас в селе очень часто отключают свет, хотя к счастью, либо к сожалению, хотя, наверное, к счастью больше. У нас не вырубали с тех пор, как мы установили генератор свет, чтобы мы смогли попробовать, как именно будет он справляться. Установили мы его недавно, и сейчас я вам покажу примерно, как он работает. Когда электрики устанавливали генератор,
Мы подключили все, что есть в доме, и посмотрели, будет ли он тянуть этот свет, это напряжение. И, в принципе, он очень хорошо тянет. Объем бака 15 литров. Если кому интересно все характеристики, вот название самого генератора. Кому надо будет, тот найдет. Короче говоря, как сказали мамины подруги, когда нам его подарили, да будет свет в нашем доме. Огромная благодарность хочу выразить от самого себя и от мамы, от Лейлы. Спасибо огромное всем подругам мамы, которые нам подарили этот бензиновый генератор. Вот как-то так.